Хайрат Ассан, Адам. Хочу ответить на вопросы своих подписчиков, вопросы часто задаваемые по теме традиционной палестинской религии. Первый вопрос – это вопрос о язычестве. Часто я вижу, слышу, как говорят, что мы не язычники, мы однобожники. То есть у нас единобожие. Мы не язычники. Это первый момент. Второй религия. Второй вопрос – это религия у нас или нет. Часто тоже говорят, у нас нет религии. Все знают, что мы говорим ас-дин, то есть обозначение религии. С этим вопросом разберемся, я разберу. И наше многобожие, да, пройдемся по этому вопросу, что такое, что представлений наших предков было, да, их многобожие, вернее, назвать это правильней будет многобожное единобожие, но тут возникает противоречие, да, с точки зрения других религий, конфессий, как это может быть многобожие и однобожие. Вот это очень важно понять. И вот этот вопрос я вам уточню. И вообще в целом мировоззрение, да, почему у них было, да, многобожие. Ну, вот чем об этом по полочкам я постараюсь, чтобы вы поняли, для кого это будет интересно. Во-первых, да, те, кто ищет правду в своих корнях, знания, заложенные в нашей культуре, традиции, обычаи. Вот для них прежде всего. Во-первых, вопрос касаемый, есть ли у нас религия, часто задают, то есть мы говорим, говорят, традиционная культура, нету, говорят, у нас нет религии, у нас это называется гадал. А откуда тогда вот эта терминология появилась, да? Ваздин, Астин, вот, Ирондин. Дело в том, что у нас так таковой, не было никак, в нашей культуре, во-первых, в мировоззрении не было и веры вообще так таковой. Вот есть Ахдау, Ахдау, они, Баракбанта, традиции, обычаи, они несут знания о бытии, о том, то есть назовем это то, что все другие конфессии религии называются Богом, единым Богом. Но тут возникает противоречие, когда говорят, что достоин поклонения лишь один единственный Бог, когда это вообще не к месту, вот эта фраза вообще не к месту, потому что все те силы, которые нас окружают, то, что мы называем небожители, это природные стихийные царства, то есть которые нас окружают. Вот это есть один Бог, да, и знание о нем. То есть это есть и наше единобожие. А кто-то взял, убрал вот это все знания. Вот смотрите, мы знаем, что с точки зрения религии человек состоит, по-христиански, да, все знают православные, что дух, душа и тело. Но также мы знаем, что сама душа имеет 7 тонких тел. Что-нибудь есть, какие-нибудь знания в Библии, например, этих 7 тонких тел? Нет, у нас есть. В буддизме есть, у нас есть кадак, это все есть. И вот это, можно сказать, вот эти 7 тонких тел, где можно найти? Даже сказание есть такое.
То есть само слово, термин хуцал, Всевышний, в этом слове есть кадок о том, что в каждом из вот букв в этом слове заложен один небожитель, то есть первоэлемент, наш первоэлемент, первопредок. То есть, что значит первоэлемент? Это огонь, конечно, ветер, вода, земля. То есть тут речь идет о первонаших субстанциях из природных стихийных царств. Понимаете? Главный из которых огонь. То есть это обозначение духа, чтобы правильно понимали духа. Вот не было, вот сегодня с научной точки зрения мы знаем, что называют частица или частица Бога, да, дух. А на нашем языке этого не было. У нас же свой язык, поэтому у нас это называлось, это есть. Почему почитали? То есть в нашей культуре главным культом было огонь. Это и есть обозначение духа. Понимаете? Или в нашем самоназвании мы его и несли. Как асы, нарты, арии, да, мировоззрение. То есть это и есть обозначение духа, нашего первоэлемента. То есть это и есть частица Бога. Вопрос. Как мы можем быть, как может быть вот это язычество, насчет конкретно язычества, вот этого слова, термина, подробнее я после расскажу. То есть кто-то вот эти когда-то, да, вот подмена произошла. То есть знание бытие, вот то, что с точки зрения авраамических религий мы называем единый Бог, это и был. Вот все то, что у нас в культуре, небожители, это природные стихийные царства силы, которые нас окружают. И сам человек есть, да, часть этого целого и также имеет влияние. Если есть какое-то объединение, идеология, он также влияет на всех остальных. Да? Это политика уже, например, допустим, идеология там, в общем, и т.д. и т.п. То есть вот так. Что мы должны знать? И каждый, давайте подробнее потом об этом. Хочу сначала остановиться на самоназвании вот нашей религии. Я именно интерпретирую его вот слово как аса-дин. Дин это просто такой дополнительный, но в чистом виде просто аса, где два с, именно на латинице надо писать, запомните. Где два с, почему на латинице? Вот есть вариант официально зарегистрированный Даурбега Макеева, религия, Асдин называется, Асдин. Да? Вацдин, Васдин говорят также, Ирундин. Почему я говорю Асса, Дин, вот именно я вот этот? Потому что как художник, во-первых, свой путь я как художник начал с того, что с поиска своих духовных корней, религиозных знаниях о том, что наша культура несет. И через свое творчество, искусство, прежде всего, моя цель была передать те знания, которые я вот познавал, что несет в себе наша символика. Да, это солярный символ, не тот же крест, только в движении. В общем, не буду конкретно углубляться в солярный. Но моя цель была передать знания через солярный символ, поэтому нашу символику, да. Поэтому я его в свое творчество везде, да. И удивительным образом, что вот познание своей культуры одновременно то, что я вот как художник изображал, да, совпало так, это
совпало так, что вот в это название Асса, да, каким-то мне, я бы даже сказал, что вот этот момент был снеспослан, потому что удивительно, как вот именно написание именно на наш аланский традицион, ну, на наш солярный лад, солярный, вот Асса, и как два С, вот, так сказал, создал образ солярного символа, четырехлучевой символ, который является древнейшим символом. На кубанских топориках вот четырехлучевой, ну, это древнейший символ нашей культуры, культуры ариев. Понимаете, я удивился, как вот добавив вот, как он вместился вот в такое написание, да, именно Асса на латинице. В то же время он полностью отобразил термин, сам термин Асса, потому что солярный символ это, не углубляясь, да, в это, ну, скажу одним словом, это символ Творца, не раз говорил, и обозначающий прежде всего самый первый главный элемент нашей культуры – это огонь или дух Творца. То есть в целом это наш с вами, в общем, сотворение, то есть символ, несущий знания, древнейший символ. И вот само слово вот это асса, ас это кто такой? Это тоже именно он несет вот ту суть, да, тоже асса, производная от арта. Понимаете, тоже есть Кадак Асаваси, который был сотворен из огня. Кто мне ответит, как и так получилось, что вот я даже не могу более вот описать это, ну, как вот произошло, да, как вот в это написание пришла идея, вот, что два латинских «с» обозначить, и который будет создавать солярный символ. Ведь нам что важно? Когда предки, да, что для своих потомков хотели оставить, они очень много в это вкладывали, да, чтобы донести до своих потомков знания, да, чтобы умнейшие его расшифровали там, также и наш сакральный язык, да, это же не просто так, это создавалось умнейшими людьми, даже сказано. Ну, конечно, те, кто каждый сам себе что-то там, наши просветители, да, создают, вот Даурбек Макеевич вот назвал его так. А ведь могли бы мы поговорить, ну, и тоже вот именно эту идею, суть, лучше этого, ну, нету, ну, и вот очень жаль, что никто не прислушался, ну и не знал, наверное. Но когда человек сам делает запрос, чтобы поговорить там, свою точку зрения сказать, не безосновательно, да, то надо, наверное, навстречу пойти послушать человека, если ты являешься старшим, если ты тем более носитель данной культуры, поговори, послушай, может, а кто его знает, может быть. Так вот я вам говорю, это было вот удивительным образом. Вся жизнь моя связана с искусством на тему национальной, да, у меня вся тема нашей культуры. И вот как совпал, ведь я же именно солярные символы делаю. И вот именно меня интересовал всегда вопрос вообще, что наше обозначает, какую символику знания несут наши терминологии, да, слова, термины в нашей культуре, в том числе откуда вообще это слово осетины, асы, нарты.
И тут видите, как получилось, что это же не просто так. Просто взял, захотел что-то, хочу сделать, и с неба взял, безосновательно, да, нафантазировал. А оно именно вот так, так получилось, так, как вот надо. То есть, добавив вот этот солярный символ, именно вот, что в самоназвании, да, золотаса было четырех, вот эти два S латинских, полностью солярный символ проясняет, что такое асса, да. В свою очередь, асса проясняет солярный символ. То есть они несут в себе первоосновы, азы. Понимаете, это не просто так. Это ниспослано было. Назовем это так. Больше это никак не назовешь. Поэтому прошу тех, кто следит за лекциями, вообще мои познания слушает, принимает, анализирует, работу проводит. Возьмите это во внимание. Это правильное произношение и правильное написание. Вот так, как оно, асса с двумя «с», в общем, и изображать его, да, что посередине именно он, видно было, что это четырехлучевой солярный символ. То есть основной у нас символ идет асса, это вот трехлучевой солярный символ, и второй в самом названии асса. Что нам это дает, тоже понятно. Мы убиваем несколько зайцев. Надо, когда что-то делать, да, для потомков, если на будущее, надо туда вкладывать больше, ну, донести, что, ну, чтобы поняли. Вот мы же сегодня изучаем, пытаемся что-то, и очень сложно, да, все это в общую картину собрать и донести. А тут все ясно становится, да, в этом произношении и написании. Суть асса, да, кто это такой асса? Это помимо того, что э, это знание о нашем первоэлементе, Духе Творца, плюс и человек, который, а почему там в этом масса, там четырехлучевой, что обозначает четырехлучевой солярный символ? Это как ссылка, да, которую мы оставляем в этом слове. Человек далее ищет, и где он может найти, что символизирует солярный символ? Например, в тибетской книге мертвых. То есть человек, познавая, он понимает и суть асса. То есть это не просто национальность осетин, а это же важно, конечно, важно. И еще до сих пор мы не создали шрифт на аланский лад. Я создал, нет, а вот в этом самоназвании вы видели асса, какой он должен быть. То есть работы, развития нет. Все на уровне остается просто чисто символически мы делаем и все. А там знания. Они должны развиваться. Вот многие наши просветители, они стоят на уровне просто, ну, интерпретируют, да, ну, сохранение, да, но не развитие. Не, в быту тоже слабо. Понимание не дается очень. Они должны целые ученые работать. Ну, не суть. Теперь вопрос, язычники мы. Я часто слышу, мы не язычники. Что я вам хочу сказать? Смотрите, чтобы что-то говорить, утверждать, сначала разберитесь термин. Точно так же у нас мы смешали все. Всевышний, вот Хуцау и Бог. А ты спросите, а Хуцау, просто так вот кто-то взял и Хуцау сказал, да, Хуцуау. И сначала разберите, что в культуре ариев, почему именно ху, ну, поизучайте, пройдите анализ, работу там, представление ариев, почему ху. Вот я удивился, когда узнал, что по духу нам близкие вот арии, у них на ху Всевышний. Оказывается, это вот, я понял это, когда услышал персидский вариант. Хуршет. Ума хорицу, хор, речь идет, а там же культ огня, это главный. А тут, оказывается,
не тупо огонь физический, поклонение там, это вообще не об этом. Тут понимать надо. О духе идет речь. Дух, то есть равно, что сказать, частица Бога, вот это то же самое. Отсюда Вейнарты, Азия, Асия, Россия, Кавказ, Асы, везде. Это древний, вот, древнее мировоззрение древнего мира, предков. Вот смотрите, термин. И вот пишут, мы не язычники, а вы задали, у нас однобожие, мы никогда не были язычниками. Во-первых, опять-таки, чтобы сказать, мы не язычники, надо, во-первых, понять, прежде чем оправдывать свое мировоззрение, свои терминологии кому-то, да, зачем вы оправдываете кому-то, под кого-то, уподобляетесь кому-то, кто вашу культуру не понимает, не изучает, ему это не надо. Вот он принял религию, там ему он почитал, дальше этого он не углубляет. И вот какой-то тип, который просто буквы выучил, и вот он будет говорить, что это неправильно тебе, когда он не изучил. А вы еще оправдываете, еще и говорите, у нас однобожие. Какое вы, о чем вообще? Вот, значит, теперь, что такое язычник? А это что такое? Что такое? Да, но это русская, опять-таки, буквально. Та же история, что и с Вастерджи недавно произошла. Оказывается, все думали там на нашем языке артикахок. Думали, переводится на буквальный как арти, артагоматри. А на самом деле артикахок, арт у нас это огонь. Получается огненно-ногий. Вы понимаете? Мы переводим на буквальный, перемешали и переводим на буквальный русский язык. А это совсем другой смысл несет. И начали его изображать с тремя ногами. Не за то, что не поняли, наверное. Хотя это не противоречит, так как можно сделать и три ноги, потому что Вастерджи сам по себе, может не три ноги коня, а сам по себе несет трехфункциональность. Это общественно-родовой строй по Нартиаде, три нартовских рода. Его голова это Алагат, это род Алагат, руки, туловище Сартаката и Бурата ноги. То есть трех можно в ноги, но это от понимания опять-таки зависит. Так вот смотрите, аса мы же знаем, что это что-то, я же говорил, как все равно, что сказать частица Бога, да? Вот отсюда идет аза. Вот смотрите, вот ряд слов схожих по смыслу, по сути, терминов. Аза, аса, аздан, я есть, как и буквы, азбуки веди. Аз есть или я есть то, что я есть. То есть это говорит не просто о том, что я, говорит о том, нашем божественном я происхождении я, высшем я, то есть духе. Опять-таки обозначение первоэлемента. И вот смотрите, отсюда и религия слышится, да? Аздан, аздин, да? Переходящий. Нарт, арт, воздан, ездон. В общем, нарт, все там вот по смыслу, по сути одно несет. Между прочим, вот Иисус, вот есть же в каждом, на арабском, на ивритском Ешуа, на арабском Иса, а в наших кадагах вот Иисус суть, да, вот, Саваса, Кадака Саваси, которого Всевышний сотворил из огня. Ковакла. И сравнивают Кадак, возможно, мы сохранили его
имя в первозданном виде, потому что мы не знаем, когда произошла подмена всего нашего, да, в христианские смещание, перемещание. Вот тот же УАЗ, говорят, христианское святое, а у нас УАЗ, это, ну, тоже аса, это, скорее всего, у нас же традиционно, она же древнее, оттуда взяли УАЗ. А многие думают, что это христианское. На самом деле нет, совсем наоборот, все совсем наоборот. Понимаете? И вот, возможно, это, да, первое его имя, первое мы сохранили, как Саваса. И по сути мы его в своем самоназвании несем Аса. Если Аз или азычники, ну, язычники, это уже, в общем, как бы сказать, ну, как осетины, мы же асы, но говорим осетины, а язычники просто, ну, там самое вот первое, да, я, то есть это не просто буквальный русский обозначение, опять-таки, нашего первоэлемента огня духа в нашей культуре. Получается, что если это одно и то же, что и ас или нар, то это, или то, что есть сказать на русский, частица Бога, то как мы не язычники? Мы язычники. То есть, или сказать, нарты, асы несут. Мы язычники. Просто вы не понимаете термин, ну, что он несет в себе, да, то, что и ас. Было Асия, стало Азией. Просто не зная этого термина слова, оно ассоциируется с поклонением идолам. А сейчас теперь я докажу об обратном, кто из нас идолопоклонник. То есть мы язычники. Надо вещи своими. В общем, разобрались, да? Это и есть однобожие. Язычник – это и есть однобожник. То есть частица, все равно, что сказать, поняли, да? Воздан, ездон, аздан. Аздан, то есть я есть, ну, можно сказать, я язычник. Аздан, ездон, воздан. То есть, а отвечаете вы, как вы поняли, по незнанию вот термина этого, откуда он, что это за ас, за это есть ас. Все равно, что сказать, если кто-то говорит, что мы не язычники, все равно, что сказать, мы не асы. Вопрос есть, можете писать. Теперь, и отсюда вы исследуете, кто нас называет язычниками, если они думают, что это неправильно, да, все ясно, как это неправильно, если оно несет в себе божественное происхождение, то есть нас от Творца. То есть мы есть частица одного бытия, единого целого. Если нас кто-то не понимает, наше мировоззрение, хотя наши, как по их ответам видно, что они сами не понимают, что наше, какое мировоззрение. Сами же традиционалисты, когда говорят, мы не язычники. Я же говорю, сначала надо разобраться, что такое язычество, с самым термином, в их представлении этого мира, их мировоззрения. Если вы не знаете, зачем оправдывать свои кому, если вас кто-то не понимает, это не значит, что это у нас другой уровень, ну, понимаете, другой уровень. Наша культура это другой уровень. И, во-вторых, произошла манипуляция, перекроили все знание. Вот смотрите, теперь вопрос о единобожии, однобожии. Это называю, ну, пантеизм может, да, подходит, ну,
Опять надо правильно донести понимание, от человека зависит. Или назовем однобожное единобожие, то есть многобожное единобожие, и сразу вопрос, как может быть, ну, с точки зрения других религий, если Бог один, еще, ну, как, ну, то есть сразу мне ответят, что нельзя поклоняться другим богам. А тут вообще не об этом. Что вы вкладываете под фразой поклонение? Да, опять-таки, нужно же понять мировоззрение, причем здесь вообще ваше мировоззрение, и как у вас там, и как у нас. У нас совсем другое. Что это такое? Вот на примере часто приводимой семицветной радуги. И включите логику. Вот мы видим радугу, в ней 7 цветов. И вот когда вы говорите, как бы мы видим вот, ну, 7 цветов, радуга из чего состоит? Из 7 цветов. Бытие из чего состоит? Вот то, что мы видим. Из природных стихийных царств, то, что ее окружает, да, нас окружает. То, из чего мы сотворены. Понимаете? Мы. Это и есть Творец. Вот в слове «хуцау» есть все природные стихийные. Теперь смотрите, к вопросу тоже плюс. Можно ли изображать, то тоже можно ли изображать богов, кто-то говорит, нельзя изображать богов, безосновательно начинает там, нельзя, где-то услышали от кого-то опять, нельзя, нельзя. Вот смотрите, почему в древнем мире изображали богов и вообще, как, ну, как человек, ну, образ. Ну, кто-то говорит, он не может человеческий образ иметь, потому что это дело тут, знаете, в чем? Дело в том, что с точки зрения атеиста, ну, науки атеистического, вот, то есть нами природа как воспринимается? Просто как природа, вот солнце, шарик светит, мы это называем законы вот физики. То есть какое-то неодушевленное, да, не имеющее разум, просто физика, да, нам ученые открыли. А традиционная наша культура многобожия как воспринимается? Как будто это ну, бред, ну, то бишь верили наши предки, у них знаний не было, и они верили, что вот, например, там молния, там что, и представляли, что это Бог. То есть вот так сегодня современное большинство, что это все тупой бред, ну, в общем, бред. Сейчас я вам докажу, что вы сами тупые с вашими учеными. В общем, почему изображали? Считалось в мировоззрении, что вот, э, каждое из природных стихийных, э, назовем, ну, царство, да, предки представляли, что все это живое, и вот как мы, люди, да, вот образ наш в материальном мире имеем образ, только и в природе вот те силы, которые на стихийные царства, в каждом из них точно так же, они не люди, ну, измененные, назовем это, на своем плане бытия, то есть, в общем, свои функции исполняют, да, и поэтому их изображали там, допустим, стихия ветра, там изображали феи, допустим, водные стихи, это русалки,
земля, стихия земли, это гномики, и стихия огня, там, саламандры. И в каждом из этих стихийных царств тоже все разные, тоже как люди, и конфликты у них бывают. То есть вот гномов где почитают, где-то, ну, бывает у них традиционные в Швейцарии или в Дании, я забыл. В общем, а почему изображали? То есть в чем суть, разница в чем? В том, что они э, через образ как бы дали ну, да, понять, передать, что это тоже как, ну, тоже живые, все живое, имеющее разум. Понимаете? Вот, допустим, современными вот наш вот мир как воспринимается, вот, допустим, ветерочек, да, и доказывается, и мы это как воспринимаем? Это просто ветер, да, природа. А древние, допустим, как бы воспринимали, что это стихия ветра, дух какой-то до тебя доказывается, дух ветра. Разное же понимание, то есть все живое, все, что нас окружает, оно живое. Имеет разум, тоже как и мы тоже часть этого всего, да? Понимаете, почему давали, ну, изображали, давали обозначение чему-то? Не просто так же, это не тупой бред. Тупой бред, знаете кто? Кто это понимание отнял от того, это и есть атеисты, потому что они воспринимают, что это мертвое, что связь нарушена, а наши предки это вот те, вот смотрите, в каждом из этих стихийных царств, да, из этих стихийных царств, каждому присущен в общем и целом дух, да, небожитель, назовем его Арджибардуа, Бардуа, то есть дух. И вот есть у нас предки, ну, человеческим обликом, а вот эти стихийные духовные вот, царства, это тоже наши предки, вот с эволюцией, как шла эволюция, но они наши вот такие предки, назовем их природные. То есть и от каждого из них у нас есть заложен потенциал. Вот это есть 7 тонких тел в буддизме там, и у нас тоже есть. Просто эти знания, они заложены, но никто же не развивает эту тему. Понимаете, в чем и какие знания там заложены? То есть, более того, вот от каждого из этих небожителей, назовем, ну, в нас заложен потенциал. То есть небожители, не каждый сам по себе как бы функционирует. А в нас они заложили каждый из этих небожителей силу. Вы представляете, то есть, какой мы имеем потенциал, если человек развит их. То есть. И есть кадок об этом. И вот я говорил, я просто не буду сегодня этот кадок говорить, ну, что обозначает хуцал. Прежде всего, хурсал, там история, акт сотворения мира, но и та суть, которая несет в себе наши первоэлементы, вот эти стихийные природные царства, понимаете? То есть это вот речь, когда идет о небожителе, это вот эти природные, это знание о том, что нас окружает. Мы же этого не можем исключить, все равно, что, в общем, а кто-то, смотрите, что сделал. И вы, наверное, поняли, кто это делает и кто распространяет, кто не знает это мировоззрение. Они что делают? Знание вот этого всего у небожителей, вот это все они, что по сути здесь, убрали, придумали одного Бога, ну как бы нравственность там, добродетели, вот это оставили, а знание вот о том, что природные стихийные, это
тоже было утрачено. То есть вопрос, кто из нас Бога придумал или многобожник? Тот, кто от полной картины, вот что есть, да, наше бытие и что окружает силы, это и есть Творец. Кто-то взял, отнял из этого что-то свое, создал. Он от нас это взял. Он с язычества это взял. Переделал, как ему один Бог назвал это и начал. А то, что откуда взял, начал это называть как бы неправильно, много богов это у него. Вы понимаете? В итоге, кто многобожник? Кто выдумщик тут? Но смотрите, людям тоже, ну, они на обмане живут, и многие им это помогает. Наверное, для них это пойдет. С другой стороны, смотрите, какой нюанс нужно учитывать. Вот кто смотрел Эльста Молдашева, его труды, вот эзотерическая линия, там все. Вот говорится, что причина самоуничтожения, уничтожения бывших рас являлась гордыня. Они были у них, они были ближе к Богу, как говорится, у них такие мощные силы были, но они начали что-то свое создавать, вот как сегодня, да. На самом, по сути, это проблема из-за гордыни, да, и война там, если так взять, причина, да, тоже. И начали оружие использовать на самоуничтожение. Начали мы друг друга уничтожать. Точно так же и тогда было. Это политика. И, конечно, не все самоуничтожили. Все слышали о Шамбале. И вообще много мест у нас говорят, есть там. То есть остался генофонд от этих бывших рас, которые называют атланты, лемурийцы, гипербореи, в общем. И когда эти цивилизации разрушились, то они вышли и как бы вот те, кого называют там к нам инопланетяне, приехали, знания дали, обучили. Это вот эти есть генофонд от бывших рас цивилизаций. Они вышли там, ну, дали росток новой расы, и появилась человеческая. Есть у нас даже кадры. Там как Арчибальд там создал 6 правителей мира, там, ну, стихийные царства, речь об них идет. Они, в общем, там дали силу камню, камень раскололся, произошел Хуцау. Вот так прямо. Опять они дали другому, ну, камню другому там, свою силу, и возникли нарты. И я уже точно не помню, там это сказитель рассказывал. Надо его найти, великое дело, кто знает Чермена Дулаева, надо найти, снять этот кадр. Больше вы ни от кого не услышите. А оно несет в себе эти знания, которые несут не в эзотерике, да, оно у нас. И да, несите, вот Ирон Дин, он говорил, то есть вот нартам, они, в общем, одна была религия, Ирон Дин. А потом, в общем, опять кто-то решил свое создать, и вот пошел-поехал там другие религии. Так, далее что? Далее
Вопрос есть, ищите, чего-то не понимаете. То есть поняли, да, о чем здесь речь идет? То есть традиционалисты, когда вы говорите, вот кто-то говорит там многобожие неправильно, то неправильно. Если что-то вообще неправильно, правильно говорить, надо еще обосновать, надо еще на основе чего-то говорят, на основе своей религии, а вы сначала поизучайте. То есть вот так, сейчас тоже вот тема была, что с христианскими богами тоже вот как-то смешано идет. Вот как ваш Сергий, точнее, Святой Георгий. Я вообще я уже запутался. Вот продолжение темы, что я хотел сказать. То, что из полной картины, да, скажем, из контекста вырванные, вот, переделанные. И получается, у нас взяли, переделали, и наши же нам принесли обратно. И мы это принимали, прежде всего, и по политическим причинам, так как зависимы были. И поэтому и к этому же вопросу, и, наверное, вы поняли и ответ на то, можно ли изображать небожителей. Не, конечно, не то, что можно, а нужно. Только не халам-балам, а чтобы дать понять, да, какой функционал эта сила несет, да, передать символика, символизм и знание. И, конечно, должно все изучаться. Если это не изучается, оно просто мертвое. Как Будда сказал, все подвергайте сомнению, учению. Не потому что там правды нет, а чтобы понять, что и что мы еще, что я могу еще сказать. Я чуть-чуть затормозил, потому что я потерял точки соприкосновения. Сегодня на Сапицком бегал, позанимался что-то.
Ну, в общем-то, поняли, да? Насчет того, что, во-первых, почему древние изображали там, наши предки, они не изображали, опять смотря какие, мы говорим о ближайших, мы же изобрели, лоти, там. Теперь другой вопрос, если я вспомню, что еще хотел добавить, я скажу к вышесказанному. Вот вопрос, религия у нас или нет. Мы ее, как я в начале, по-моему, сказал, что религии у нас так таковой, вообще слова религия, дин не было. Вот было, да, то есть традиции, обычаи, несущие знания бытия, да, как устроен мир. Но, смотрите, не было и других религий, да, раньше, они же как-то появились. Пришли, вот пророк Заратустра реформировал то, что было и до него. Допустим, вот в обществе хаос там и т.д. и т.п. И люди более разумные, они поняли, что надо в порядок это все дело привести. И, в общем, должны быть ценности, на котором вот порядок, законы, да, на котором должно строиться общество. И вот та же история и с тоже небожителями. Мы говорили о тех небожителях, которые несут в себе как природные, да, наши начала, стихийные царства там. А есть законы, допустим, в Авесте бог Аша, тоже Аса оттуда производные, солнечные, связанные с огнем, огненное божество. Что это за божество? Опять скажут неправильно, дело тут не в этом. Вот как устав, да, письменности не было, допустим. Но люди, вот, как я сказал, чтобы хаоса не было, надо же было, только они это этим законом образ придавали. То есть, что знаю, и придавали ему как бы высшее, то, что выше, чем человек. Отсюда и Бог, божество, обожествление этого. То есть то, через чего нельзя перешагивать в обществе. Это Эсахдау, да, вот Эсахдау, люди на этом строят свое общество, чтобы у них был порядок, хаоса не было, всегда, в общем, и на этом все строится, да. Это есть закон. И в том числе и те люди, которые несут в обществе эти законы, как правоохранительные органы, на современный лад. В общем, вершащие, в общем, суд, в общем, те, кто несут этот закон, да, гармонию, вот аса, да, аша, это и есть суд. Это надо тоже учитывать. То есть это и был их устав. И это к вопросу о том, что поэтому и было введено, вот, например, пророк Заратустра там вел добро, зло, да, оно же условно, потому что у всего есть причины. Причины, следственные связи, карма, иди узнай там кто что, но просто поверхностно дали обозначение добро и зло. Хотя мы знаем, что без добра, в общем, две стороны. Все это для чего делалось, вы тоже поняли, да, что хаоса этого не было, надо в обществе вот эти законы нужны.
В том числе вот другие небожители, которые несут в этой культуре знания, бытие и т.д. и т.п. Сегодня у нас этого нету, да, но это почему мы говорим масса один, да, религия у нас, и почему говорим, что мы это религия? Чтоб уже из-за того, что, ну, вот у нас вроде, как я сказал, все с язычества взяли, переделали сами, да, исказили все. И человек сегодня видит Бога именно с принятием какой-либо из религий, как и вот эти формулировки, термины, как вера, вера в Бога, вот он именно вот в этом видит, вот, что это есть религия. А вот что осетинская Ахдав, это, ну, что-то тут не то. Они не догоняют, что просто у нас такого не было, ну, русская религия. И мы вынуждены говорить, что это ас-один. И главное, ну, не придуманное, у него оно не безосновательно, у него есть основа. Просто мы это проявили, донесли, что у ас один, у нас религия аса, то есть это есть и религия мусульман, и религия христианская, а есть наша традиция, кавказская назовем. То есть как это можно сказать, что это придумано? А насколько она древняя, я уже говорил, настолько, насколько произошел наш мир с одной точки, частью которого мы все являемся. То есть нет этому. Просто когда в обществе у нас происходит, человек видит, то, что теряем свое мировоззрение, свои знания, да, принимаем другие религии, то человек, он, вот я, допустим, моя цель какая? Чтобы сказать, что у нас есть своя религия, свой дин, свой, ну, надо же сказать, религия. А как я? А те, кто говорит, не религия, у нас своей нету. Причем здесь это? Еще спорят там, это Ваздин или Ирондин называется. Суть от этого, вот как эти слова я говорил, терминология, знар, там суть одна. Точно так же и здесь разницы нету, как ты назовешь это. Ваздин, Асдин, Ирондин, Наштдин, Ахдаугин. Не суть, главное понимание. Но почему я сказал, несу именно вот это слово асса, именно такое произношение на латинице. Я тоже вначале сказал, даже выкрик у нас, да, в танцах кавказских асса. Это о многом говорит. В общем, можете так говорить. Ну, главное понимать. Мы понимаем, что это у нас не религия. Ну, какой из этого вывод? Что это не религия. Но если кто-то что-то там говорит, что не религия, это надо говорить, у нас религия, у нас ас один. Вот и все. Надо донести. И она есть, она возникла по мере необходимости. И все, как и другие религии, вот и все. Но опять-таки, а дальше все зависит от людей, которые ее познают, изучают, понимание. Потому что большинство тех, кто говорит у нас своя, она не оправдывает, в общем, свое мировоззрение, не понимая, они тоже не под христианство, под другой. Даже понимать надо, в чем разница там. Если говорит осетин, что мы не язычники, значит он что-то не понимает, что. Потому что надо понимать, что в себе несет это слово, терминология, язычники, откуда, азы, это же одно и то же, а это что такое? Нарты, частица Бога, как мы не частицы Бога, это есть
Просто поняли, да, какой из этого можно вывод? Наше однобожие, что назовем, многобожие, оно вот мир-то вот, говорится вот о силах, да, вот. Тут совсем кто-то из этого, из контекста вырывает полного, да, богатой нашей мифологии, знания, которые они в себе несут. И говорит нам, что у вас нет одного Бога. И вы сами представляете, насколько, что кто говорит, что он вообще, ну, сам он не догоняет. То бишь он хочет сказать, что мой Бог правильный, а твой нет. Ну, одним словом, да, если не брать во внимание, что он взял с контекста, вырвал, что-то свое придумал и начал нам говорить, что это неправильно, там Бога нет. Причем здесь Бога нет? В общем, вот так. В общем, поняли, да. Кто не понял, в принципе, никто ничего не написал, потом посмотрите. Но вопросы есть, всегда пишите, я открыт. В соцсетях тут кто меня смотрит, там под постами пишет, то есть не под постами, а лекциями. Я же не буду переписываться там. В соцсети пишите голосовые мне так. В Телеграме я же ссылки скидывал. Кто изучает, кто что-то не понимает конкретно, пишите. Вот вам это очень важно. То, что я вам говорю, это очень. Одно дело святилище создавать, это великое дело, а мировоззрение это уже это главное. Ну, все главное, все связано. Но мировоззрение это очень важно, потому что вы, получается, делаете ту же ошибку, что и другие. Они что делают? Они берут из нашего, да, вот, корней, создают, переделывают, искажают, и вам это преподносят как правильно, а ваше нет, а вы еще им, да, у нас тоже как у вас. Не у... Запомните, пока есть политика, пока мы не в раю, ничего разница есть какой-то религии, поэтому свое выбирайте. Значит, смотри, все, кому не лень, один Бог говорит, а когда доходит до нашего мировоззрения, до нашей культуры, там понимаешь, все неправильно. Да, не нужен мне ваш Бог тогда. Кто мою культуру, традиции мира не уважают, кого я должен уважать? Немного гордости. Не из-за того, что чисто принципиально. Скажем, да, Бог один, суть одна. Но если кто-то мировоззрение наше не понимает, делает его неправильным, почему я должен от своего, то, что есть правда, отказываться? Это же преступление. Как это назовешь? И так из поколения. Надо же много нюансов учитывать. После того, как монголы разрушили там, мы политически зависимы были и принимали там религии. Из поколения в поколение, ну, как оставалось, а наша в тени была. И большинство так и спроси, они начинают, вот вся проблема многих, постоянно обобщают, постоянно или в крайности впадают, или утрируют. Нету. Вот это проблема. Обязательно осетинка, чтобы быть осетинкой, чтобы одеться прилично, она должна принять что-то, религию, начать носить хиджаб. Нет, чтобы со своей культуры взять, ценить ее, что-то сделать. Начинают куда-то им, что-то они должны себя куда-то сами себя послать. Та же самая вера
вера в Бог, да, это еще же христианский вера. Вера во что? Вот мы же говорим, наша традиционная культура. У каждого есть свои адепты там, туда-сюда. И у нас во что верить? Это все вот эти небожители, молитвы, это все как ссылки вам даются образы, чтобы вы их изучили, познали. Вот как ученые нам открыли заново то, что и так мы знали в своей культуре, несли, переоткрывают. Но так преподносят, как будто бы... А на самом деле они специально это перекроили, чтобы нам преподнести это так, как будто бы у нас не было знаний, а у них они нам Бога открыли. Они ученые, а мы тупые. Они по факту заново открывают то, что у нас и так было, еще и в искаженной форме, да, а мы это воспринимаем, о, ученые открыли. А между тем, какой мы ответ, ну, на вопрос ответ получили? То, что тот, кто так преподносит, не знаю, выше там умами, я забыл сказать, что вспомнил, что это не говорит о том, что вот искажение, значит, нас обманули кто-то что-то. Я сказал о первопричине самоуничтожения бывших рас и гордыни, да? Возможно, Богом Высшим, это Эрст Мудашев говорил, что по этой причине и вот одна религия, на знания были утаены. Вот я же сказал, от нашего язычества знания отобрали, один Бог сделали и все. А наши начали преподносить так, как будто бы это неправильно. Но я сказал, надо учитывать то, что, возможно, высшими силами было так сделано, чтобы человечество опять, не имея этих знаний, смотря же у кого знания, да, это все контролируемо, начали использовать на самоуничтожение. Поэтому вот такие религии появились, и есть в них, да, зачатки на познание тех знаний, о котором речь идет, которые заложены в наших корнях. Поэтому поймите правильно, я не хочу сказать, что это неправильно, да, что вот ислам, православие, от понимания людей, если тут, видите, на первом плане идет нравственность. И уже поэтому, наверное, вот актуальны были как ислам, эти, а знания были, потому что в руках человека многих, да, ему он все уничтожит, поработит или... Поэтому это очень важно тоже учитывать, этот нюанс, очень. Все нужно учитывать, нельзя однобоко смотреть с разных сторон. Но я говорю то, что вот сам понял, и из этого можно сделать вывод, что такая матрица создалась, да, тот, кто вот это мировоззрение древних, тот, кто за этим всем стоит, да, вот, назовем их, вот масоны, да, тоже, наследники древних алхимиков, они же все в энциклопедии, вот эти все, вся символика, то, что и три пирога, ну, вся символ Бога, у них то же самое. То есть, а вот небожители природные, даже с алхимией все связано, да. Эволюция шла, наслоение шло, дух, душа, тело, семь тонких тел, вот формирование. Это что же? Знание там, алхимия, это все знание. И получилось вот, то есть с того момента, как на технологический
путь вышли, вот древний мир, он, вот то, что небожители, вот это все, ну, мы сохранили, а по сути-то он исчез, как бы это уже чисто и воспринимается это как чисто на вера, да, людей, но это что-то вымершее, древнее. А весь все, что нас окружает, мы называем физикой элементарной, природной. То есть, понимаете, да, ученые, это такая уже формирование ну, идет в сторону, назовем матрицы, да, те, кто потерял это мировоззрение древних, да, которое я вам пытаюсь донести, уже находится в такой матрице, назовем, как фильм, да, это же не просто так этот фильм. Сейчас идет в сторону виртуального мира, да, тенденции. Ученые говорят о том, что можно перенести сознание человека в виртуальную сеть и сделать это вечным, как бессмертным. Тоже вроде бы тонкая материя, но тоже сеть какая-то, от слова сеть, да, виртуальная сеть. И такой скачок произойдет. И вот сегодня я тоже в группе об этом говорил. Вот все бывшие расы цивилизации, находясь вот в своем мире, вот, мировоззрение, связь с тем, что их окружает, небожители, вот это, как они это воспринимали, и это было открыто. Наверное, до какого-то уровня все дошло предела, и произошел скачок, и они исчезли просто. На другой план перешли. Вот этот мир, он, мы же воспринимаем это как сказки, да, вот мифологическая мифология, это все там, потусторонний мир. А это все было и от нас, в общем. Хотя, по сути-то, мы это познаем, когда покидаем материальный мир. Или во снах, да. Но тенденция идет в сторону, как я сказал, биороботизации, подключения к искусственному интеллекту. Походу, он Бог будет виртуальный. И опять вот этот мир, он тоже как бы исчезнет и перейдет в виртуальный мир. И вот так мы... То, что я вам рассказываю, это отголоски вот того древнего мира. И это нам еще дает, что самое главное, сознание. Ну, самосознание, что посмотреть на это все со стороны. И те, кто создает это все, да, эту тенденцию, по-видимому, все это знают, знания есть. Это та же культная сторона. Вот сколько человек, да, за правду говорит, там, посмотрите, сколько у меня подписчиков. А Гитлер, да, сколькими людьми там смог так править, и другие, взяв за основу идеологию, да, все знают, что он с оккультной магией связан. В общем-то, вот так. Сегодня заканчиваю. В общем, было желание вот ответить на вопрос подписчиков. Все, что смог, сказал. Может, и забыл, может, не все. Сегодня я очень много занимался, на сапитской будке бегал. Может, у меня не очень голова хорошо. Ну, всегда по-разному. Ну, так что пишите, что Телеграм, контакт, голосовой.
если кому кто-то изучает, интересно вот это мировоззрение. В общем, всех благодарю за внимание.